Вот ваше разрешение. Всем привет. Это Айман Жарлыкасымова. Айман, помашите. Она пришла на одиночный пикет с требованием чистой питьевой воды. А я вышла в прямой эфир. Тысячи лет не видел. Как вы? Пойдет. Все хорошо. Поэтому просьба здесь не находиться, иначе вас могут привлечь к ответственности. Вот у меня разрешение. пришел. Вот у меня диагноз, официальное разрешение через Геотыныш с этими QR-кодами вчера вечером. Через QR, давайте я покажу, это наш отдел внутренней политики, в соответствии с пунктом порядка, вам разрешено проведение одиночного пикета при условии соблюдения общественного порядка и требований законодательства Республики Казахстан. Не было, не надо. Вот. Партия, вот, смотрите. Так. Значит, следующее. Парк, насчет парка, давайте. Вот. Нет, давайте я вот Иныш покажу свой. Так, вот Иныш, смотрите, вот Иныш. Короче, я вышла в прямой эфир во избежание провокаций, потому что Айман позвонили и сказали, что в обозначенное время, на которое разрешили одиночный пикет проводить с 11 до 12, проходит мероприятие. Да он смешно пришел. А вот, собственно, это мероприятие. Вот, внутренняя политика сказала, там будет флешмоб. Не можете вы, Айман, проводить свой пикет. Ой, ничего нового, ничего нового придумать, никакого креатива. Здравствуйте. В любом случае, парк большой, Айман никто не запрещает провести в любом другом месте свой одиночный пикет. Сейчас там полиция наша местная, УП Талгарского района, проверяет документы у Айман. Все ли документы в порядке, разрешительные на проведение пикета. Все, документы у вас в порядке, Айман? Да, вот он не делит, я ему через Геотыныш показала официальное подтверждение. А там же QR-коды есть. Может, через QR-коды. Как дела? Нет, QR, вот это QR-коды. Вот. 10 минут. А на самом-то деле Айман вообще хотела выразить, она как от лица жителей города Талгар, она хотела выразить возмущение и, наверное, спросить, задать, когда же у нас уже появится чистая питьевая вода. Задать такие вопросы. Но я не знаю, правда. Сейчас посмотрим, что Айман нам скажет. А кто там флешмоб проводит? Акиматовский, не знаете, кто это? Акимат, да? Вот этот, по-моему, Бахтияр я его видел, бывший. Я могу даже Акимат. дать по этому отказу, почему там. А остальные, я не знаю, какой-то административный ресурс, наверное. Где? Есть входящий, исходящий номер. Покажите входящий, исходящий. Нет, это я не считаю за отказ. Официально, где официально, где подписано, что я получила? Нет. Подождите, а вот же есть у нее, смотрите. Берилди да, потом bu kisiga отказ berilgan.
қазір әкімшілік тарапынан қазір шақыртамыз сізге. Пожалуйста. Қағазыңызды бәрін істеп Давайте. көрсетеді. Прокуратуру вызывайте, пожалуйста. Ну, без проблем. Вызывайте прокуратуру. Пойдемте, пока я сниму. Сіз не қылмайсыз? Айманда деді сұра алмайсыз сіз пока. Сіздікі заңсыз қазіргі әрекетіңіз. Давайте. А где журналисты? Что они там вам? Они же были... Что, чего вы требуете, Айман? Как вы видите, что 18 лет назад я обращалась по поводу проблемы воды в городе Талгар, и с тех пор никаких изменений не вижу. В 2008 году мне обещали, что в 2011 году проблема будет решена. В 2016 и 2018 году сказали, что проблема будет решена в 2020 году. Что к 2020 году у нас будут новые очистные сооружения, замена водопроводных сетей и новый водовод села Рыскулово, который полностью решит проблему. Водовод в 2021 году проект завершен, но до сих пор нету, вода там не запущена. Каждый год я обращаюсь по этому водоводу, который по стоимости больше 1,3 миллиарда тенге, но мне не дают внятных ответов, когда же все-таки запустится водовод. До сих пор у нас каждый день бывает... Каждый день у нас порывы, да, во время порывов у нас отключение воды. Это, конечно, очень тревожит людей. Вот поэтому я вот уже, сколько можно терпеть, да, в летнее время у нас постоянно дефицит воды, постоянно. То не хватает воды, то вода грязная. На прошлой неделе я ездила в районный акимат с водой, показывала. ЖКХ мне ответила, говорит, что вы докажите, что эта вода чисто питьевая, а не из этого, как называется? Не из РК? Не из РК, да, получается. Докажите. Я им показываю видео доказательства, есть свидетельские показания. Также я поехала в акимат области, потому что... Я поехала также в акимат области, потому что финансирование здесь район сказал не дают. Я поехала в область. В области мне тоже отказали, сказали, что проблема финансирования с республики. Поэтому данным пикетом, этот пикет я выслала официально, заранее, с уведомлением. Вчера уведомление официально. Вообще акимат должен был в течение 3 рабочих дней, согласно закону, дать мне информацию о подказе или же о переносе, о локации, да. Но в течение 3 дней не ответили. Согласно законодательству, если отказа нет, я имею право идти на пикет. Это разрешение получается. Вот. Что еще можно сказать? Сейчас вот почему-то мне говорят, что есть некий отказ, но этот отказ я нигде официально не получала, там по WhatsApp, да, но извините, никакого официального документа, вручения наручно, ничего такого не было, к сожалению. Поэтому я считаю, что мой пикет это официально законный. Я официально от акимата получила ответ, официально от внутренней политики я получила ответ. Опять-таки, еще раз хочу сказать, где вода? Когда проблема решится с водой в городе Талгар, Талгарском районе, в частности Талгар, вы можете поднять все, там, по поисковику, да, 2008 год я поднимала, статья журналиста была, 2016 год я поднимала, журналисты тоже, статьи выходили, да, каждый раз я вижу обещания, каждый раз, каждый новый аким говорит, я не отвечаю за слова акима, вопрос решится с водой, но вопрос не решается, поэтому я прошу, я не оппозиционер, я человек в законном порядке, да, я живу в демократическом государстве, да, но я прошу, чтобы обратили внимание на Талгар, чтобы, дали финансирование, да, чтобы у нас наконец-то проблема с водой решилась. Осталось 4 минуты до конца выделенного времени. Пожалуйста, сделайте более короткое, емкое заявление. Можно петличку сейчас? Там даже давайте... Сейчас, подождите, пускай петличку поставят. Да, потому что там вот этот флешмоб срочно организованный мешает Я никому звуку. не мешаю. Флешмоб сам по себе, я даже не знаю, тут людей нету. Для чего этот флешмоб? Это получается, это просто какие-то средства, и тут непонятно что. Для чего это флешмоб? С чем это связано? Где там, какая цель этого флешмоба? В итоге, Айман, чего вы требуете? Я хочу, чтобы обратили внимание
решение на Талгар, если нет денег, если район не может решить, если область не может решить, чтобы дали финансирование на Талгар, чтобы проблема чистой питьевой воды была решена в городе Талгар. И еще вопрос, почему водовод села Лискулова стоимостью больше миллиарда тенге, миллиард есть, 300, до сих пор не запущен. Уже 6 лет прошло, и каждый год одни и те же непонятные комментарии. Все. А пикет, вот это ваша вынужденная мера, с чем связана? Вынужденная мера, потому что я каждый год пишу, каждый год обращаю внимание, результатов нету. 18 лет это практически полжизни, да, для кого-то целая жизнь, для меня это полжизни. Хочу воду. Хочу воду. Мы тоже, как жители Талгар, хотим воду. Спасибо. Все, да? Да, теперь, Айман, коротко, вот смотрите, с 11 до 12, еще 2 минуты есть, с 11 до 12 вы хотели провести, правильно? Но подъехали прям почти под самый конец. С чем это было связано? С тем, что мне высылают какие-то уведомления непонятные, незаконные, что мероприятие отменяется в связи с накладкой. Но извините, вчера вечером, да, неужели за время, да, которое было предоставлено, Акимат не мог там решить вопрос с предоставлением места, если есть мероприятие, если вот это мероприятие я не считаю за мероприятие. Хорошо, все. Еще 2 минуты до 12. Айман ничего не нарушила. Я потом, я все просмотрела, я законно послушный человек, мне не хочется нарушать закон. Я Так, смотрите, пикет она закончила, мы же можем теперь журналисты отдельно с ней пообщаться и взять комментарий. Все хорошо, она ничего не нарушает. Так, куда, может в тенечек вас, комментарий с журналистом? Или вон туда, может быть, посидим на лавочке. Да, может у коллег есть вопросы еще какие-то, более подробно, точно вам. Ну, давайте я подержу. Я думала, что как бы там кто-то пишет, боишься там что-то вам, вот, в первую очередь, снять, потому что я смотрю вот так, потом